Ну, теперь обсудим эту ситуацию с президентом Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Арифом Керимовым. Ариф Пашевич, здравствуйте. Алло. Ариф Пашевич, да, вы в прямом эфире, и у нас к вам вопрос. Вот как вы оцениваете поведение участников вот этой дагестанской свадьбы? Спасибо за вопрос. Да, я очень негативно оцениваю данный случай, да, который прошел вчера в Москве. Я об этом узнал от средств массовой информации. Как раз я уже больше полтора часа читаю все новости, связанные с этим событием, и интернет-ресурсы, другие электронные СМИ. Я хотел бы принести свои извинения за земляков дагестанцев, да, если они кому-то там с кем-то не так обратились, если поведение, если кого-то оскорбили или что-то. В связи с этим я хотел бы принести свои извинения москвичам и жителям города Москвы. Но с другой стороны, я сегодня, как узнал, дал поручение, поскольку я являюсь президентом Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, представитель исполкома, найти этих людей, их родителей, уточнить, что же случилось на самом деле. Представитель исполкома Федеральной лезгинской национально-культурной автономии связан с родителями вот этих ребят, особенно жениха, который состоялся свадьба, и с ним разговаривал. Все не так, как наши средства массовой информации представили читателям, как эта ситуация. Да, не так все это было, оказывается. Но сейчас как раз следствие разбирается, что же произошло на самом деле. Но вот еще была такая информация о том, что из свадебного кортежа стреляли по машинам, которые его обгоняли. Вот действительно ли есть такой обычай, что нельзя обгонять свадебный кортеж? Нет. Во-первых, я как дагестанец не знаю, что у нас есть такой обычай или нету, да. Я не был свидетелем такого обычая. Были как когда-то там в начале века, может быть, наши предки да. А сейчас совсем другие времена, современный мир, цивилизованный мир. Это не говорит о том, что если у нас какие-то обычаи, мы обязательно их должны в Москве. Я абсолютно против таких выходков. И такие выходки дагестанцев не украшают, а наоборот ухудшает отношение москвичей к дагестанцам. Это первое. Второе. Я хотел бы отметить, что у нас сейчас межнациональные отношения в таком состоянии, что это дал трещину, очень серьезную трещину. И в этот момент, да, как раскрутит вот эту тему, все средства массовой информации пишут об этом. Уважаемый «Комсомольская правда», статья там вышла. Такие события в Москве и других регионах каждый день несколько происходят такие события. Алло. Да, мы вас слушаем. Продолжайте, пожалуйста. Да. Несколько таких событий каждый день. От этого сделать, раскрутить его так, представить его общественность, российским общественность в таком виде, я думаю, что не стоит. Надо быть немножко осторожным в таких вещах. А так-то я как гражданин, я хотел бы, что независимо от национальности, от вероисповедания, да, если они нарушили закон, их надо законным путем наказать. Это не говорит о том, что дагестанцы имеют какие-то особые льготы или представители других народов. Я в интернете читаю комментарии некоторых представителей разных народов. Да, здесь, понимаете, пахнет совсем другими вещами. Вот этого нельзя было делать. У нас и так достаточно проблем в России. Да? У нас есть более серьезные проблемы. Это не говорит о том, что мы должны его вести на общенародное обсуждение. У нас дети в детсаде, может, маленькие дети драться, там, или в школе. Что от этого мы должны делать общероссийские проблемы, что ли? У нас других проблем нету. Ариф Пашевич, большое спасибо за ваш комментарий. Я напомню, что на прямой связи со студией был президент Федеральной лезгинской